Сегодня якутский парламент очень быстро, буквально в течение получаса, рассмотрел два очень важных для политической жизни Республики Саха кейса. Они за полчаса взяли и лишили мандатов двух депутатов, Александра Иванова и Владимира Паскачина. Э, Это два разных кейса, просто потому, что на Паскачина было заведено уголовное дело, и это якобы стало причиной, да, для того, чтобы его лишить мандата, а на Иванова уголовного дела не было. Но и тем не менее, оба этих кейса политические. И тот, и другой стали очень опасными для этой власти. Иванов в современной России уже практически революционер. И не потому, что он призывал штурмовать дом правительства, не потому, что он звал людей на баррикады, не потому, что он там даже не призывал никого уходить в подполье и бороться из подполья, да, с оружием или без оружия, да, а просто потому, что он не захотел быть декоративным политиком. Это настоящий политик. Я бы даже сказала больше. Он оказался слишком живым для этой власти. Он напомнил нам всем, и жителям Республики Саха, и своим коллегам по парламенту, да, о том, что политика вообще-то должна существовать. А для нынешнего режима это практически акт мятежа. Диктатура больше всего, оказывается, боится не протестов уличных, да, не каких-то там лозунгов, которые будут протестанты уличные кричать. Диктатура боится того момента, когда внутри этой системы появится человек, который вдруг начнет по-настоящему представлять интересы народа, а не обслуживать начальство. Посмотрите на наш парламент. Самое настоящее сборище политических мертвецов в морге. Стерильная, безликая, безопасная масса. Она не представляет никакой угрозы диктаторскому режиму Путина. И тут, прямо в этих стенах парламента, появляется живой человек, способный человек, который хочет защищать интересы простых людей. Тот человек, который говорит о наболевшем. Тот человек, который говорит о проблемах. Тот человек, который говорит о будущем, рассуждает о будущем нашего народа. Конечно, от таких людей будут избавляться в первую очередь. Такие люди, скорее всего, по мнению властей, способны заразить вот этой инфекцией свободы, да, других людей, тех же самых коллег по парламенту. Не говоря уже о тысячах людей, которые смотрят и поддерживают Александра Иванова и Владимира Паскачина. Но пусть депутаты не думают, что те, которые сегодня голосовали за то, чтобы отобрать мандаты у народных избранников, пусть они не думают, что они бессмертны. Вот такие стукачи, как Подголов, будут стучать на всех, лишь бы обезопасить себя. И когда-нибудь они настучат на тех депутатов, которые сегодня голосовали за то, чтобы отобрать мандаты у Иванова и Паскачина. Теперь, есть ли шанс на общественную реакцию? То есть, проще говоря, выйдут ли люди на улицы в защиту Александра Иванова, если его лишат свободы, то есть если его приговорят к реальному сроку. А такая возможность, она сейчас высока. Выйдут ли люди? Вы знаете, вы должны, вот те, кто смотрит меня из Республики Саха, вы должны подумать. Понятно, сейчас в России просто бездна страха. Да. Очень страшно. Очень страшно просто что-то говорить. Очень страшно написать. Очень страшно высказывать свои настоящие мысли в кругу даже друзей, даже близких людей. Все друг на друга стучат. Бездна, бездна страха. Но вы должны понимать, вот это единственные люди были, политики, да, Иванов и Паскачин, которые защищали ваши интересы. Единственные люди. Если вы не защитите Иванова, не выйдете на его защиту, то вас тоже никто не защитит. Вот такие, как Подголов, будут сидеть и собирать данные на всех. Земель лишат, все отберут, до последней копейки отберут. Будете сидеть без зарплаты, будете сидеть без еды, будете сидеть без работы. Переборите страх, возьмите себя в руки. Человека нужно защитить.
Он практически единственный, да, кто заботился интересами Республики Саха. Практически единственный. Не нужно дать его, нельзя давать его в обиду. Нельзя. Нельзя отдать его на съедение этим людоедам. Ни в коем случае.